когда у вас присутствовал президент на вот этой встрече и принял вот решение о роли науки, роли образования, роли культуры и так далее, объединение на создание нового общества, оно имеет важнейшую роль не только Казахстана. Оно после распада Советского Союза станет историческим моментом в целом изменения идеологии в целом по бывшим странам Советского Союза. Нам удалось, вот я говорил, сохранить. У нас Академия наук сохранила тот статус, который имела в Советском Союзе, даже больше. Она подчинена президенту, подотчетна правительству и является председателем президиума, является членом правительства. И поэтому нам разрешили по просьбе Паттона Бориса Евгеньевича возглавить Международную ассоциацию Академии наук. И мы эту работу выполняем честно и считаем, что вот интеграция всех Академий наук в области и науки, и образования, и культуры, и искусства, и инноваций, и инвестиций позволит нам создавать новые не только в каждой отдельной стране, а объединившись, показывать пример интеграции всему миру и строить новый мир, справедливый мир. Такие встречи, обмен информацией, значит, те подходы, которые делаете вы, которые делаем мы, они наталкивают ученого на мысль, что делать дальше, а что, может быть, не делать дальше, что является тупиковым каким-то направлением. Это очень важно. Ну вот из того, что я увидел как биолог, мне очень понравились разработки по, значит, вот, тестам на депрессивное состояние. Мы работаем тоже в этом направлении. Мы видели там ваши чаи и так далее. Это очень интересное направление. У вас очень богатое разнообразие, биоразнообразие. Вот мы сегодня в горах были и так далее. Вавилов говорил, где больше всего биоразнообразия. Это предгорье, горы. Вот. Это тоже очень интересно. Чаи ваши, вот эти, природное сырье. Много чем можно заниматься вместе. Поэтому я вас к этому призываю. Нам очень нравится то, как вы бережете свои святыни, своих выдающихся ученых. Вот первый этаж, вот, посвященный вашему, значит, великому ученому. Для нас это было откровением, для меня, во всяком случае. Я уже говорил коллегам, я вчера весь вечер после банкета читал Абая вашего, значит, очень мудрый человек. Да. Так что есть чему учиться друг у друга. И мы призываем вас к такому вот плодотворному сотрудничеству. Я был последний раз здесь в 2004 году. Вы можете себе представить, многие из вас еще только школу, наверное, кончали. Вот. И я вот сравниваю, вот сейчас у меня перед глазами стоит университет ваш, и то, что я увидел сейчас, ну это фантастика. Я от всей души поздравляю вашего ректора, от всей души поздравляю ректора с тем, что господин Таймибаев сделал в развитии и предполагает сделать для университета. Вчера произошел исторический день. По сути дела, не каждый раз президенты страны посещают университеты. Вот ознакомившись вот сейчас с этими работами, я ознакомившись с этими кампусами, я во многих странах был, видел эти кампусы, как и у вас, и то, что у вас предполагается сделать, но это фантастика, это на уровне, и то, что сказал сейчас ректор вашего университета о том, что вы занимаете 175 место среди университетов, это не каждому дано. Я не знаю, сколько там университетов, наверное, больше 1003, наверное, да, больше 1003, наверное, всего университетов. Так я к чему это все говорю? Вы знаете, вот я посмотрел вот эти разработки, которые сейчас увидели мы. Я хочу одно сказать, что мы ведем работы, мы ведем с казахстанскими учеными очень много работы, очень много сделали дел. К нам приезжают студенты, казахские студенты, аспиранты приезжают, даже бывают доктора наук приезжают к нам на стажировку. Я уже вижу 2, 3, 4 проекта между нашими институтами и вашими институтами. Мы можем это делать не в том, что вы получаете программы, вы получаете задания, но вы можете заключить договор с нами, и в рамках этой программы вы можете выполнять отечественные разработки для нужд Казахстана. Для нужд Казахстана. Вот я помогу привести вам примеры. Во-первых, первое, что это
доставка лекарственных препаратов, липосомальная форма доставки в Вашингтон, создание 3D-печати. У вас 3D-печать есть? Есть. Создание 3D-печатью различных маскирующих устройств, получение масок. Создание ростстимулирующих препаратов, не только препаратов для патогенных, для рыб, которые вы сейчас делаете, но это же только начало, развитие только, по сути дела. А создание и ростстимулирующих препаратов то же самое. И создание лакокрасочных промышленностей. Я говорю как химик, я говорю о химической науке. И я думаю, что вот ваш потенциал, который я сейчас увидел, и ваши, так сказать, сотрудники, ваши, действительно квалифицированные кадры, которые здесь есть. Это не каждый университет может похвастаться таким количеством докторов и кандидатов.